такой уж браво, как я, поскольку я себя очень скованно чувствую с инструментом. Вообще, я, конечно, очень плохо играю, еще к тому же я забыл постричь ногти на левой руке, потому что иногда, потому что, когда берешь аккорд, они мешают. Кстати, между прочим, хочу такую вещь сказать. Я достаточно много лет прожил в Италии. Ну, это не то, что я там, ну, одним словом, вы говорите «браво», да? А вы знаете, что, в принципе, вот если бы на моем месте стояла женщина, что нужно было крикнуть? Нет. Хочу сказать, что браво и в том случае, только мужского рода, значит, мужчине кричат «браво», а женщине кричат «браво». А у нас, ну, это не принципиально. Вот если когда будет петь женщина, вы будете кричать ей «браво», хорошо? Извините. Спасибо. А сейчас я хочу вам спеть два своих произведения. Я спою романс, который я пел на этом конкурсе. Я пишу стихи, и, в общем, и то, что получилось, в общем, я думаю, что, может быть, сыграло главную роль в том, что я стал обладателем гран-при. Я спою романс, который называется «Сон». Один из членов жюри сказал через переводчика, он был швед, он большой знаток русской музыки, и сказал: скорее всего, это плагиат, очевидно, это какой-то неизвестный роман Смертинского. И когда я узнал об этом, то, ну, в конце концов, проблема разрешилась, мы с ним поспорили. Я сказал, что у меня есть дача в Лемью. Смешно звучит, да? Вот, а он приехал туда на своей машине, у него был Мерседес. Я говорю, что да вот перейдите ему, что я не говорю по-шведски. Он говорит по-немецки и по-шведски, поскольку языки родственные. Я говорю, что если вот в течение конкурсного времени он найдет этот роман, был написан Вертинским, тогда я ему дарю свою дачу, а если он ошибается, то тогда он просто оставит здесь свой Мерседес, и я на нем поеду в Россию. Он отказался. Итак, сон. Мадемуазель, зачем вы это сделали? Зачем тогда вы улыбнулись мне? Я помню все, и платье ваше белое, и красный шелк гардины на окне, ваш поцелуй и нежный дух сирени, и ласку рук, и первое люблю. Волшебный мир любви и наслаждения. Я помню все, я помню и скорблю. Да время все у нас отнять готово, и красоту, и молодость, и страсть. Лишь пред одним оно пасует снова, мою любовь не может отобрать. Последний раз мы виделись в Париже, на плац Пигаль, заветное кафе, пел шансонье. Никто мне не был ближе, чем вы тогда, или все